Усть-Сысольский уезд Вологодской губернии. На левом берегу тогда еще полноводной реки Буб раскинулось старинное коми-село Кибра. Июль 1839 года. В семье дьякона Алексея Петровича родился 9-й ребенок. В тот же день младенца окрестили и нарекли Иваном, и он должен был стать священником, как его прадед, дед и отец, но судьба уготовила ему иной путь. Его отец Алексей Петрович Куратов служил тоже пономарем вначале, а потом, попозже его уже возвели более высшие чины церковные диаконы, тоже Спасской Киберской церкви. Жены он взял односельчанку Горинову Екатерину Ивановну. Ну и вот они тоже прожили довольно долго, пока не скончался Алексей Петрович в 1845 году, довольно рано тоже, внезапно как-то он умер. А Екатерина Ивановна осталась с 8 детьми. С 1847 года маленький Ваня начал постигать науку. Сначала в Усть-Сысольском церковно-приходском училище, затем в Яринском духовном училище. Тогда, например, в одном помещении училось 100 человек. Было очень холодно. Зимой одевали армяки, тулупы. У многих детей не было просто даже обуви. И об этом Иван Куратов вспоминает как о самых трудных, самом мрачном времени. Ивлан швачиче март. Мунаме нарт школа кэмтек. Школа барзон мыслыдерт, некудо сберт. Няньторса щамтек. В Яринске Ваня начинает писать свои первые стихи на коми-языке, подписывая А.И. Гугов. Гугов – это псевдоним. Гуг на коми-языке, то есть обратная изнаночная сторона. Даже инициалы он расставляет в обратном порядке. После Яринска снова учеба. 6 лет он провел в Вологодской духовной семинарии. Сейчас здесь располагается Вологодский государственный университет. В тот период Куратов написал около 20 стихотворений и начал увлекаться переводами. Переводы с Гейне, там, Жуковского, переводы разных авторов, именно вот как переводы именно. Да, вот с этого у него начинается. Самый ранний перевод, он датируется 1856 годом. Это перевод известной украинской песни «Вьють вітри». Это, в общем-то, начало пьесы Котляревского «Наталка Полтавка». Он окончил семинарию в числе лучших студентов, в первом разряде, а это давало право продолжить учебу в высшем учебном заведении Духовной академии. Можно было вот Московскую духовную академию, что он и хотел, видимо, сделать, но, к сожалению, почему-то он и ездил туда, в Москву, но почему-то вернулся через год. Это тоже невыясненные обстоятельства. И вот Иван Алексеевич возвращается в Усть-Сысольск и становится преподавателем в том самом церковно-приходском училище, где некогда сам сидел за партой. Интеллигентный и образованный Куратов вхож в благородное общество уездной столицы. Много читает, изучает языки, переводит, пишет. Куратов ведь разнообразен. У него есть эпиграммы, есть шуточные какие-то стихи, есть лирика, вот эти вот лирический цикл, посвященный Сандре Поповой. Поэт раскрывает темы любви, родного края, деревенской жизни. Крестьяне у Куратова показаны такими, какие они есть, каждый со своей судьбой, своими пороками и достоинствами. Эздышвав уджавлывлис, да кыджанинем торыщ, кормелыджик мортвердас, сек ознин донья скорыщ. Ещойлы пызан сайн, и пызан дыравылыщ, сек енаговок сылы, куш лабить щетлис илыщ. Прожив в Усть-Сысольске всего 5 лет, Куратов покидает родной край и уезжает в Казань, чтобы посвятить себя военной юриспруденции. С чем связано такое неожиданное решение? Во-первых, жалование учителя в то время было в разы ниже, нежели у служащих военного ведомства. Во-вторых, он был очень образован.
И в какой-то момент ему в Уссисольске, где проживало всего 3000 человек, стало тесно. Тесно с его знанием, допустим, вот тех же 14 языков, да, и 36 других. Ему надо было как-то реализовать себя, он искал выход. Итак, Куратов оканчивает Казанскую школу полковых аудиторов и становится военным следователем. Он служит коллежским регистратором в Семипалатинске. Зарекомендовав себя как хорошего и грамотного юриста, он получает должность обер-аудитора, начальника над следователями военного округа. Его переводят в город Верный, ныне это Алма-Аты. Там он дослужился до чиновника особых поручений при генерал-губернаторе Семиречья. Его основная обязанность – ведение следствия по разным делам и составление заключения. И Куратов, он подходил к делу вот со всем своим интеллектуальным багажом, со своим чувством юмора, там, да, это все вот отражалось в этих сентенциях. А в стихах нарастали трагические мотивы жизни и смерти. Ой, олем, тенче донде ме лепта лунищ луне, ми текед вичнок понде, декольче ме дерт муна. Разъезд, климат, он не подошел для северного человека, и Куратов заболел чахоткой. Жизнь поэта обрывается в 1875 году. Ему было всего 36 лет. За год до этого в селе Чухлом скончалась его мать, Екатерина Ивановна. Так получилось, что Куратов не публиковал свои стихи. При жизни поэта увидели в свет лишь 6 произведений под видом зырянских песен. Так бы и кануло в лету наследие поэта. После смерти Ивана Алексеевича его друг Василий Чистопольский отправил его рукописи племяннику поэта, Николаю. Тот отдал их на хранение своему отцу Афанасию Куратову, брату Ивана. От него они достались Стефану Куратову, священнику Визинской церкви. Они благополучно бы пролежали в шкафу, если бы их случайно не обнаружил зять Стефана, этнограф и лингвист Алексей Сидоров. И с 1923 года началась история публикаций произведений коми-поэта. Для коми-литературы, коми-культуры открытие рукописи Куратова было равносильно открытию Америки. В чем же новаторство Ивана Алексеевича? Почему его называют основоположником коми-литературы? Куратов внутри себя, наверное, ставил задачу именно поднять до уровня европейского языка коми-язык. Поэтому он занимался, с одной стороны, грамматикой, то есть предполагал, что вот грамматика, да, она сможет кодифицировать коми-язык. Да, с другой стороны, он начал разрабатывать литературу, причем литературу, видимо, самого высокого уровня. Да, вот он, в принципе, создавал новый поэтический язык, новый литературный язык. И это ему удалось. Заложенные им основы нашли последователей, ныне составляющих плеяду коми-литераторов. Литературоведы советского периода нарекли Куратова атеистом-богоборцем. Ведь, став учителем, а позже юристом, он вышел из духовного сословия. Но назвать поэта атеистом никак нельзя. В Уссисольске он читал проповеди в Троицком соборе, переводил с греческого оригинала на коми-язык Евангелие от Луки, а его философская лирика пронизана библейскими мотивами. Мортлы джескат пемадан, шонди пет мыш бытса тады, пашка достай ты ядлы, лолы штанет кок не даты, пета свок я шонди тан, менин ачарым мылын, и янвевца лысвас, югдыштасек шонди валын. Стихи Куратова переводились на русский язык с 30-х годов. Я заметил, например, что вот переводы советского периода, они достаточно качественные, но у них всех иная немножко задача. У них такая задача сделать из него поэта-демократа, который против богатых выступает, который такой вот чуть ли не революционер. Но поэзия Куратова гораздо глубже и сложнее. Это понимают современные переводчики. Поэт Андрей Попов, потомок рода Куратовых, переводит стихи своего великого предка и готовит к выпуску книгу переводов «Исповедь». Изучение творчества Куратова – неотъемлемая часть школьной и вузовской программы. В последнее время, например, включены в программу произведения, которые раньше
не изучались, это басенные тексты, написанные в прозе. Проза Куратова – это нечто новое в школьной программе. Выпускаются диски, литературные указатели, сборники, монографии. Благодаря издателям, редакторам и библиотекарям стихи Куратова знакомы совсем юным читателям. Играя, ребята узнают о коми-поэте и сами начинают писать свои первые стихи. У меня в руках замечательный сборник с детскими работами. Сюда вошли поэтические произведения ребят со всей республики. И что примечательно, стихи здесь на коми-языке. Творческое переосмысление жизни поэта представила опера «Куратов» композитора Николая Носкова. Ее премьера состоялась на сцене Республиканского театра оперы и балета в 2009 году. Жизненный путь Куратова в контексте эпохи раскрывает новая книга Павла Лимерова. Книга написана так, как будто бы автор сам был свидетелем многих явлений и фактов, сам жил в то время. Когда я начинал работать над книгой, мне очень помогла Анна Георгиевна Малыхина, которая, в общем-то, уже многое сделала по обнаружению родословной Куратова. Анна Георгиевна исследовала родословное древо поэта и нашла именитых потомков его рода, в числе которых есть святые коми-края, литераторы, ученые. Биография поэта еще таит немало загадок. Белыми пятнами покрыта история его жизни в Казани и Туркестане. Есть над чем работать. Нужна еще и научная монография для того, чтобы научно обосновать, что ли, вот эти вот тезисы, которые здесь вот у меня изложены. То есть со всем ссылочным аппаратом, убрать немного беллетристику и включить туда вот те новые какие-то архивные материалы, которые, вот, я как уже говорил, требуют дополнительного изучения. Сейчас имя Куратова знает каждый житель республики. Его носит одна из главных улиц столицы. В самом центре города стоит памятник поэту. В доме купца Суханова, где бывал Иван Алексеевич, размещается литературный музей его имени. А родное поэту село Кибр уже 80 лет называется Куратово. Здесь ежегодно проводится литературный праздник Меномуза. В 2006 году здесь был установлен памятный знак. Автор этого памятного знака Игорь Пылаев. И на этом памятном знаке вы видите надпись, что именно на этом месте стоял дом, в котором родился коми-поэт Иван Алексеевич Куратов. А рядом, в музее литературных героев Ивана Куратова, оживают персонажи стихотворения у Захара. Охотник Макар, церковный сторож Митрофан, рыбак Тарас, водонос и дровосек Власий и еще целая компания тех, кого позвал в гости Захар и кого мастерски описал их создатель. Сегодня он тот, кем по праву гордятся его потомки и чье имя открывает антологию коми-литературы. Он доказал, что язык его народа может звучать в унисон с языками мировых цивилизаций. Выходец из коми-глубинки, полиглот, человек энциклопедических знаний Иван Куратов пошел наперекор устоявшимся сословным правилам, выбрав иной путь, свой путь. Тая кывме кывлы, аслам люлюдинен. Семена вунас, саман джебанинен. Тая кывлы шмица, щаламен мекылы, имя медвой сын, нежи не кощилы. Тая кылын мукад, гораджа кощилас, щоку щур спельсеки, уна пуртор кылас.